Это доктора, которые пытаются улучшить сон людей. То есть полностью все расстройства сна рассматривает сомнология, да? Все нарушения сна, также гигиена сна, да? Рекомендации по более комфортному, качественному сну могут давать сомнологи. Google очень много по запросу выдает рекомендации спать в одно и то же время ложиться, чаще это до 11 вечера. На самом деле современная сомнология много стереотипов и ограничений снимает. Допустим, во сколько ложиться спать, да? Это индивидуально, то есть если у человека свой определенный режим и при этом он днем чувствует себя классно, значит он может спать хоть в 2, хоть в 3 часа ночи ложиться. То есть человек должен спать так, чтобы днем оставаться бодрым, активным, чтобы днем не было сонливости. Если он днем чувствует себя классно, скорее всего, он спит качественно. Лишний вес появляется из-за нарушений сна. Вот так. То есть не столько лишний вес влияет на сон, сколько сон может влиять на увеличение веса. Это совершенно точно доказано уже, поскольку ночью у нас вырабатываются гормоны, и один из них — это соматотропный гормон. Он вырабатывается в глубокую стадию сна. Этот гормон помогает сжигать жиры, да, утилизировать. Если этот гормон не вырабатывается, мы спим плохо, у нас нет частые пробуждения, допустим, или бессонница, или храп, да, соматотропный гормон не вырабатывается, и у нас жир начинает откладываться. Таким образом происходит увеличение веса. И в свою очередь увеличение веса может приводить к такому осложнению, как апноэ сна, да? Это храп с остановками дыхания. Сомнология согласна с тем, что есть совы и жаворонки, то есть это считается индивидуальной особенностью, да? Есть также промежуточный тип, голуби называется. В основном говорят про сов и жаворонков. Я всегда считал, что я сова, потому что я понимал, что я должен... я мог встать и чувствовать себя бодрым, только если я встал в 7 утра, да, в 8. И с недавних пор я начал пробовать встать в 5:30. И вы знаете, мне кажется, что эти индивидуальные особенности можно изменить, поскольку первое время была действительно дикая сонливость, но сейчас, допустим, я успеваю в 7 утра сходить в бассейн, допустим, до 8 плавать, с 8:30 до 10 английский язык, к примеру, и с 10 работа, да? То есть продуктивность в разы больше. Таким образом освобождается вечер. Потому что раньше я плавал в 9-10 вечера, да? Ходил на английский в 6 вечера, к примеру, и мой весь вечер был занят. Я думаю, что каждая сова может попробовать побыть жаворонком. Да. Это мнение неофициальной сомнологии, но это мое личное мнение, это я на себе пробую сейчас.